Здравствуйте, в эфире информационный выпуск Амшик Шара. С 10 января на пересечении государственной границы с Республикой Грузия было введено ограничение сроком на 2 месяца из-за вспышки заболевания свиным гриппом, от которого в сопредельном государстве скончались около 20 человек. Как выполняется решение службы госбезопасности Абхазии, какова на сегодняшний день ситуация с распространением опасного вируса в Абхазии, в репортаже Ирины Аршба. Служба государственной безопасности Абхазии на 2 месяца ввела ограничения на пересечение государственной границы с Грузией. Данное решение принято в связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией на территории Грузии, связанной со вспышкой вируса гриппа штамма H1N1, смертельно опасного для здоровья человека. Ограничения на пересечение границы действуют с 10 января. Согласно принятому решению, запрещается въезд иностранных граждан с территории Грузии, а также выезд граждан Абхазии на территорию Грузии. Исключение составляют сотрудники Ингургэса, а также граждане, состоящие на учете в медицинских учреждениях Грузии и выезжающие туда на различные процедуры. Не закрытие пункта пропуска, мы не имеем таких полномочий, а введение определенных ограничений для отдельной категории граждан. Это иностранцы, которые переходят из Грузии в Абхазию. А также было ограничено перемещение наших граждан на сопредельную сторону. Осталось перемещение только по срочным медицинским показаниям. Срочное хирургическое вмешательство нужно какое-то, подтвержденное, опять же, документами какими-то. А также люди, которые системно, с периодичностью получают необходимое лечение в виде химиотерапии и так далее. С 11 января с 7 часов утра до 7 вечера на границе дежурит бригада галских врачей. Все граждане, пересекающие госграницу, проходят визуальный осмотр. При первом подозрении на наличие опасного вируса жители района направляются в ЦРБ города Гал. За 4 дня заболевших гриппом выявлено не было. Мы должны осмотреть тех, которые проходят государственную границу. По внешним признакам должны их определить. И если они жители нашего района, то их отвезти в нашу больницу, в ЦРБ, в терапевтическое отделение. В Абхазии на сегодняшний день нет ни одного заболевания вирусом H1N1, сообщила главный санитарный врач республики Людмила Скорик. У всех обратившихся в медицинские учреждения диагностировано ОРВИ. Всего заболевших по всей республике с 1 января по 15 160 человек обратившихся. Но это не по свиному гриппу, это с острыми респираторными заболеваниями. По свиному гриппу у нас нету ни одного заболевшего. Вы прекрасно знаете, что этот диагноз устанавливается только лабораторным методом. Данных на сегодняшний период времени у меня из лаборатории о подтверждении свиного гриппа нет. Следует отметить, что вирусологи лаборатории санитарно-эпидемиологической службы республики могут диагностировать не только вирус H1N1, но и другие опасные штаммы гриппа. В составе Государственной санитарно-эпидемиологической службы есть вирусологическая лаборатория, которая полностью оборудована, оснащена тест-системами для выявления всех видов гриппозной инфекции. Там разновидности есть гриппа А, гриппа Б. Вирусологи, естественно, ставят профессионально эту диагностику. Это не именно, что вот только свиной грипп, мы вот диагностируем и все. Там анализ ведется на наличие гриппозной инфекции или просто вирусного характера. Даже у нас есть тест-системы, которые разграничивают острые респираторные заболевания тоже по своим таким штаммам. У большинства людей при хорошем иммунитете болезнь, вызванная вирусом H1N1, протекает как обычное гриппоподобное заболевание. Легко лечится в течение 1 или 2 недель специальными противовирусными препаратами. Здесь главное при первых симптомах, а именно сильной головной боли, резком повышении температуры, кашле, насморке, а иногда рвоте и диарее, сразу обратиться к врачу. Мы рекомендуем в данном случае постельный режим, больше пить жидкости, соки, морсы, компоты. Обязательно
обязательно не заниматься самолечением, обратиться к врачу, особенно если вы входите в группу риска. Это дети до 5 лет, люди старшего возраста после 65, люди с хроническими заболеваниями или беременные в 3-м семестре. Лучшей защитой от вирусов гриппа, по мнению специалистов, является противогриппозная вакцина, которая делается ежегодно в осенне-зимний период. Если же не успели сделать прививку, то чтобы обезопасить себя от вируса, врачи рекомендуют как можно чаще мыть руки с мылом, промывать слизистую носа раствором поваренной соли, использовать оксалиновую мазь, смазывая нос каждые 4 часа, реже бывать в общественных местах и носить медицинскую маску. Ирина Аршба, Тамас Чековани, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. Общественность Сухума простилась с абхазским писателем и общественным деятелем Джуме Ахуба, скончавшимся на 82-м году жизни. Член Союза писателей и Союза журналистов СССР, член Союза писателей и Союза журналистов Республики Абхазия, лауреат премии журналистов «Дружба народов», кавалер ордена Ахтзапша II степени, лауреат государственной премии имени Дмитрия Гулия. Регалий у Джумы Виссарионовича Ахуба много, впрочем, как и друзей, поклонников его таланта, которые пришли проститься с человеком эпохой. Море цветов, траурные венки, сотни людей. Проводить в последний путь Джума Ахуба пришли президент Рауль Хаджимба, премьер-министр Валерий Бганба, спикер парламента Валерий Кварчия, члены правительства, представители творческой интеллигенции, общественные деятели, родные и близкие писателям. Для каждого из пришедших Джума Ахуба был немного своим. Кто-то дружил с ним лично, кто-то долгие годы работал вместе с ним, другие просто любили и почитали его творчество. Джума Виссарионович Ахуба прожил очень нелегкую, но достойную жизнь. Родился писатель в селе Атара Ачимчирского района в 1937 году. В том же году отца Джума Ахуба арестовали, осудили как троцкиста на 10 лет. Через 4 года отца писателя освободили, но еще в течение 5 лет он был лишен гражданских прав. В 1943 году Джума Ахуба поступил в абхазскую школу в родном селе. Вскоре он был исключен из школы из-за оскорбления учителя, который назвал его сыном троцкиста, а мальчик в ответ назвал его фашистом. Затем учился в Ткачалской, в Первой Сухумской, Лыхнинской и в Третьей Сухумской школах. В разные годы Джума Ахуба учился в Сухумском государственном педагогическом училище. Был студентом филологического факультета Абхазского сектора Государственного педагогического института, студентом литературного института имени Горького. Джума Виссарионович работал заведующим литературной части Абхазского государственного драматического театра имени Самсона Чанба, литературным консультантом Союза писателей Абхазии, а с 1979 года и до конца своих дней являлся главным редактором журнала «Аказара». Джума Ахуба печатался в центральной советской печати в таком популярном журнале, как «Дружба народов». В то время не каждому писателю удавалось печататься в таких популярных журналах. И он всегда достойно представлял широкому советскому читателю Абхазию. Он был достойным человеком и достойным сыном своего народа. Первые художественные произведения Джума Ахуба были опубликованы в журнале «Алашера» в 1955-1956 годах, в годы хрущевской оттепели. Он является автором множества романов, рассказов, новелл, повестей, стихов, драматических произведений. Наиболее известный роман «Пристань», рассказ «Туган», повести «Бзол», «Войны уже не было» и другие. Его произведения переведены на русский, японский, английский, испанский и другие языки. Этот человек был всесторонне развитый. С ним было интересно говорить на любую тему. Был глубоким философом. В его произведениях всегда меня поражала его открытость, глубина мысли. Меня поражало, настолько он был народный, национальный, насколько он был человеческий, вот настолько он был доступен каждому, начиная от ребенка и до взрослого человека. Он был читаемый очень легко. Для меня он останется в памяти мастером абхазского рассказа, мастером рассказа вообще, потому что в этом мастерстве было просто не превзойти его.
Дюма Виссарионович Ахуба принимал активное участие в абхазском национально-освободительном движении в 1967, 1978 и 1989 годах. Во время Отечественной войны народа Абхазии несколько месяцев находился в грузинском плену. В послевоенное время Дюма Ахуба особое внимание уделял публицистике. Писатель оставил заметный след в истории абхазской литературы. Дюма Ахуба был настоящим патриотом своей родины, очень теплым и открытым человеком, всегда готовым прийти на помощь тем, кто в ней нуждался. Для меня Дюма – это самое лучшее, справедливый, гуманный человек, который мог радоваться всегда твоей радостью, твоей личной радостью. Знаете, незаменимых лету говорят, но есть Дюма для меня незаменимый человек. Абхазский писатель Дюма Ахуба был похоронен в Сухуме. Аля Катрапш, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение. В Москве в культурном центре Фазиля Искандера состоится мероприятие, приуроченное к 90-летию со дня рождения нашего знаменитого соотечественника. В исполнении молодого актера Дениса Сорокотягина прозвучат отрывки из произведений писателя. Литературная программа «Читая Фазиля Искандера» – это большой чтецкий вечер, в основу которого легли прозаические и поэтические произведения из наследия писателя. Вечер станет своеобразной отправной точкой, первым мероприятием культурного центра, которое посвящено грядущему юбилею – 90-летию со дня рождения Фазиля Искандера. В рамках программы зрители услышат отрывки из таких произведений, как «Созвездие Козлатура», «Кролики и удавы», «Софичка», «Школьный вальс» или «Энергия стыда», «Детство Чика». Кроме того, прозвучат стихи Фазиля Абдуловича, написанные им в разные периоды жизни. Об этом сообщает Министерство культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии. Проблема твердых бытовых отходов в Абхазии за последние годы стала часто обсуждаемой темой в обществе. В Арсмира состоялась пресс-конференция инженера-гидрофизика Александра Цехового, который предложил свои идеи по решению проблемы мусорных свалок в Абхазии. Саид Джарсалия расскажет подробности. Лучшим решением обостряющейся экологической проблемы в республике является мусороперерабатывающий завод, но на его строительство уходит до 1 миллиарда рублей. Это огромная сумма для бюджета Абхазии. Промежуточный вариант решения проблемы предлагает житель Пицунды, инженер-гидротехник Александр Цеховой, который проектировал полигоны для хранения твердых бытовых отходов в Санкт-Петербурге. Также по его проекту в Южно-Сахалинске строится полигон для бытовых отходов. Ученый почти с 30-летним стажем в области переработки бытовых отходов в последние годы самостоятельно исследует проблему утилизации мусора в Абхазии. Особую опасность, как подчеркнул инженер-строитель, представляла Гагрская мусоросвалка, которая затем была закрыта. Свалки в Абхазии, мягко выражаясь, самое безобразное, что только можно себе представить. Во-первых, Гагрская свалка. Никакой обваловки, она прям в середине, почти в середине села Псахара. Жить там невозможно даже из-за мух в таком количестве. Не говоря о том, что Гагрская свалка горела лет 8 непрерывно. Так что дым заволакивал даже трассу, не говоря о селе Алахадзе, о дороге на Пицунду и так далее, и так далее. Мусоросвалка, как известно, загрязняет воздух, почву и воду, а при сжигании мусора на свалках отходы выделяют токсичное вещество диоксин, который ядовит даже в самых минимальных объемах. За эти годы, несомненно, диоксином там заражены все земли. Потому что его выносит на 30 километров. С дымом он выпадает, период полураспада у него 10 лет, и он хранится, можно сказать, вечно. А те овощи, которые там собирают в Алахадзе и везут в Пицунду, в Гагру, люди едят, и постепенно этот диоксин в них накапливается. Инженер-строитель отметил, что положение со сбором и хранением твердых бытовых отходов в республике является санитарно и экологически катастрофическим и требует немедленных мер по исправлению. Александр Цеховой предлагает построить единый полигон в отдаленном от населенных пунктов месте. Также, по его словам, необходимо построить 5 мусороуплотнительных станций в Гагре, Гудауте, Сухуме, Ачамчире и в поселке Цандрыпш. По словам инженера, затраты на закупку техники, в числе которых оборудование для прессования и брикетирования мусора, а также специальных машин для развозки, составят до 300 миллионов рублей. Самое простое, с чего начать, это можно сказать бесплатно, провести инвентаризацию свалок. Второе, желательно все эти свалки вывести из
так сказать, нормального существования, объявить их незаконными. Для этого надо провести проверку инспекции СЭС. Это Скорик Людмила Жильбертовна, с тем, чтобы определить, что все они нарушают все нормы, свалки закрыть, а вместо этого, по крайней мере, отделить свалки от людей. Для этого в Абхазии можно найти, были уже попытки, определяли около села Нау, около села Кындых, место под такую, допустим, свалку, но подальше от людей. Если найдутся, положим, деньги, а там надо всего 200 миллионов, это пока что за последние 10 лет их на это не нашли. Александр Цеховой отметил, что работа мусороуплотнительных станций и полигонов за 2 года может быть исправлено нынешнее катастрофическое положение с мусоросвалками, поэтому решать вопрос надо как можно быстрее. Саиджар Салия, Томас Чиковани, Абхазское телевидение. Сельским учителям Абхазии вручены гранты за отличную работу в 2018 году. Данный проект уже 4-й год осуществляет Министерство образования. В этот раз гранты получили 40 учителей из всех районов Абхазии. Вот уже 4-й год подряд Министерство образования и науки вручает гранты педагогам сельских школ. В этом году победителями конкурсного отбора по присуждению грантов стали 40 педагогов, которые в течение года показывали активную педагогическую деятельность. В программе участвовали преподаватели из всех районов Абхазии. Среди победителей конкурса большое количество молодых учителей. Именно этот факт отметил, открывая мероприятие, министр образования и науки Адгур Какоба. Мне очень приятно, что среди вас в основном молодые педагоги, наверное, чуть больше десятка, тут и мои студенты. Я надеюсь, дальше вы будете работать так же неустанно, чтобы ваши ученики и родители всегда гордились, что у нас в сельских школах работают такие профессионалы. Желаю вам успехов. По словам Адгура Какоба, конкурсная программа проводится среди учителей сельских школ и является стимулом для дальнейшей работы педагогов. Среди удостоенных грантов учителя математики, истории, абхазского языка и литературы, русского языка и литературы, а также английского. Победители конкурса поблагодарили организаторов за возможность проявить себя и отметили, что такая поддержка дает результаты в образовательном процессе и стимулирует к самосовершенствованию и творческому подходу к своей работе. Спасибо большое, хотелось бы сказать Министерству образования, а также Удаутскому району отдела образования, так как выделили именно вот нас, участников, за такие денежные поощрения. Конечно, преподаватель – это очень большая ответственность. Тот человек, который любит свою профессию, мне кажется, и любит детей, легче будет удаваться. Министерством образования и науки разработаны еще несколько программ повышения квалификации стимула работников образования. Одной из них является программа подготовки учителей в Газском районе, так как процесс обучения там был переведен на русский язык. Как отметил Адгур Какоба, такие программы способствуют повышению уровня образования. Гугуса Вардани, Алексей Бастурков, Абхазское телевидение. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в Абхазии ожидается облачная погода, дождь, переходящий в сильный ливень, а к вечеру дождь со снегом, местами снег. Температура воздуха ночью 3-8, днем 7-12 градусов, температура морской воды 11 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.